Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать из онлайн-студии Коми Республиканского института развития образования. Сегодня мы проводим традиционно по вторникам республиканский онлайн-семинар для классных руководителей. Мы продолжаем линейку методических семинаров, которые посвящены актуальным вопросам воспитания. Сегодня наш онлайн-семинар собрал более 500 педагогов из всех муниципальных образований нашей республики. Тема семинара очень значимая сегодня в рамках нашей совместной деятельности. И она, конечно, направлена не только для классных руководителей, а мы его адресуем для всех руководителей образовательных организаций. Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем, и я хочу вам напомнить, что в рамках нашей совместной работы мы имеем возможность с вами работать в онлайн-студии и задавать на платформе, к которой вы подключены, те вопросы, которые вас интересуют. Итак, наш семинар посвящен профилактике девиантного и асоциального поведения обучающихся, и мы с вами сегодня будем рассмотреть не только проблематику, но и обратим внимание на те формы и методы в работе класса руководителя, которые сегодня являются актуальными для внедрения в деятельность каждого классного руководителя. Но я вам хочу напомнить, что на прошлой неделе завершился первый форум классных руководителей. И обращаясь к каждому классному руководителю, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что воспитание сегодня – это государственная задача. Сегодня государственная политика направлена на создание тех условий, которые позволяют сформировать в каждой образовательной организации благоприятные условия для патриотического и гражданского воспитания. А значит, мы понимаем, что те ситуации, которые сегодня в центре нашего внимания, к сожалению, да, являются проявлением асоциального поведения наших обучающихся. И сегодня нам очень важно, что в центре внимания не только деятельность отдельного классного руководителя. Сегодня в центре нашего внимания система работы классных руководителей, классных коллективов и руководителей образовательных организаций. Мы понимаем, что партнерские взаимоотношения педагогов с родителями – это гарантия целостной системы воспитания в Российской Федерации. Поэтому, конечно, мы бы хотели внимание обратить, что основными принципами нашей совместной работы является и содержательный аспект, и, конечно, осознанность всей педагогической деятельности. Итак, уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня вы будете присутствовать на столь значимом онлайн-семинаре. Мы надеемся, что по итогам участия в семинаре вы найдете возможность и обсудите данную проблематику в своих образовательных организациях. Уважаемые коллеги, мы желаем вам плодотворной работы. Я считаю, что это именно работа, потому что участие в семинаре – это не только участие в роли слушателя, а это именно осознанное отношение к той информации, к тому содержанию, которое будет представлено. Коллеги, у нас сегодня уникальные модераторы, уникальные спикеры. Я очень надеюсь, что участники будут приветствовать и благодарить тех коллег, которые работают вместе с нами. Лариса Владимировна Бадаева сегодня является профессиональным модератором нашего онлайн-семинара. В настоящее время она старший методист нашего института. Я очень рада, что с нами будет работать Киселева Галина Викторовна, Кимпицкая Любовь Васильевна, Морозова Елена Ивановна, Асташова Татьяна Анатольевна и Щанова Елена Михайловна. Это представители и органов государственной власти, представители общественности и педагоги практики. Лариса Владимировна, я вам передаю право ведения. Спасибо большое, Галина Владимировна. Пожалуйста. Спасибо. Значит, я начну, наверное, наш семинар с того, что хочу еще раз обратить ваше внимание на обратную связь. Нам очень важно ваше мнение, поэтому задавайте вопросы.
текстом онлайн-чате. Если мы в ходе семинара не успеем ответить на ваши вопросы, то в любом случае мы выйдем на обратную связь и постараемся ответить на все вас интересующие вопросы. И большая просьба в конце нашей встречи оставить ваше мнение о содержании нашего семинара, что для вас было интересным и полезным, что вы хотели бы еще услышать от нас, что вы сегодня не услышали, и какие темы вас волнуют, и, может быть, даже кого бы вы хотели увидеть на следующих площадках при следующих встречах. Тему нашего семинара вы видите на слайде, на экране. Факт действительно отклоняющего поведения подростков в молодежной среде есть реальность, с которой, к сожалению, каждый день сталкиваются и педагоги, и психологи, и родители. Я вам хочу сказать, что ежедневно по сводкам Министерства внутренних дел проходят наши дети, совершившие преступления, правонарушения, общественно опасные деяния, самовольные уходы. И даже в последнее время участились у нас суициды. Готовясь к семинару, я провела обзор республиканского СМИ за последние 11 дней. И вот именно в части, касающейся несовершеннолетних. Что у нас отражено в СМИ? 5 октября 2021 года в СМИ прошла информация: в Сыктывкаре 14-летняя девочка упала с высоты дома 11 этажа. 10 октября 2021 года снова оконченный суицид совершила девочка 2008 года рождения, также житель столицы нашего региона. В ночь с 10 на 11 октября 2021 года на Стефановской площади группа молодых людей 2003 и 2000 года раскачали у доски почета лучший по профессии каменный шар, изображающий глобус. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса «Вандализм». Более того, 11 октября 2021 года в социальных сетях появилась информация о возможности нападения группы людей на школу Сосновоборска и Ухты, что, конечно же, вызвало панику среди учащихся родителей. По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой установлено, что данная информация ложная, и лица, распространившие ее, на сегодняшний день установлены. В свете последних событий, а именно совершенных оконченных суицидов детей, слово предоставляется Любови Васильевне Кимпицкой, ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних Республики Коми, и в своем выступлении Любовь Васильевна расскажет о складывающейся ситуации суицидов среди детей в нашем регионе. Любовь Васильевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножечко не запланирована по этому семинару, но именно по поручению министра образования в связи... Секунду. Ага. Еще раз. Можно? В свете последних событий, совершенных оконченных суицидов детей, слово предоставляется Любови Васильевне Кимпицкой, ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних Республики Коми. Любовь Васильевна, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Я повторюсь, я немножечко не запланирована была в этом семинаре, но по поручению министра попросила, и спасибо институту нашему за отзывчивость, попросила принять участие в этом семинаре именно по тем трагическим случаям, которые у нас произошли в Республике Коми, и не только суициды. Почему мы обращаемся в первую очередь к классным руководителям? Да, у нас произошло, уже Лариса Владимировна сказала, 2 законченных суицида, но кроме законченных суицидов у нас уже достаточное количество и суицидальных попыток. И вообще у нас ситуация с детьми, особенно по суицидальным попыткам, очень и очень настораживает. Только по самым скромным подсчетам, то есть то, что мы берем уже точно доказано и так далее, у нас вот если в 2018 году 46 суицидов, в 2019 году 48 суицидов, в 2020 попыток, простите, суицидов, в 2020 году 36 попыток, в этом году уже 19. Это, я говорю, по самым скромным, не по сообщениям, а то, что уже стоит в категории попытка суицида. Разбирая вот эти 2 законченных суицида, уважаемые классные руководители и завучи по воспитательной работе, вы, наверное, слышали меня на круглом столе, и я говорила о том, что классный руководитель – это классный руководитель, который в первую очередь
создает коллектив класса и, как никто другой из советников, знает своих детей и наблюдает за этими детьми. Вот посмотрите, что мы получили. Первый суицид оконченный у нас, когда девочка спрыгнула у нас с высотного дома, он был подготовлен. Знали об этом обучающиеся класса. Девочка особо это даже не скрывала. И в переписках, и везде есть то, что она собиралась это сделать. Мы все знаем, что у нас есть такое движение в России, к сожалению, парасуицид, да, когда уходят парами. Либо влюбленные, либо подруги, либо друзья, либо кто-то еще. Дошло до нас. Но удивительно другое. Удивительно, что никто не обратил на это внимания. Вот мне кажется, вы можете возразить мне, но мне кажется, что если бы повнимательнее были предметники и классные руководители в том числе, они бы обязательно заметили какие-то, ну, не нормы, допустим, в поведении девочки. Хотя бы обратили внимание на то, что дружит она с ребятами, которые помладше ее в классе, что у нее не всегда, а зачастую наоборот, подавленное настроение. Этого не случилось. Мы ребенка не увидели. И я считаю, что это наша вина, и образовательной организации, и классных руководителей в том числе. В том числе. Второй суицид, который у нас совершился, законченный суицид, ну, это вообще из ряда выступающих за пределы. И все, ребенок живет в прекрасной семье, учится не так, чтобы плохо. Но опять-таки, ведь у ребенка первая мысль, тоже готовился ребенок с мая месяца. С мая месяца ребенок к этому шел. И одна фраза, которая меня больше всего поразила. Мне интересно, что скажут в понедельник мои одноклассники. Как они на это отреагируют. В переписке у нее такое. Как вы думаете, одноклассники? Почему ей было интересно, что скажут именно одноклассники? Значит, тоже какие-то проблемы были в классе. Значит, тоже мы как-то прошли мимо этого и не увидели это. Вот я очень прошу, на круглом столе говорила, и сейчас говорю, пожалуйста, давайте повернемся, чтобы классный руководитель был классным руководителем. Мы, когда проводили круглый стол, мне, например, было очень удивительно, да, Лариса Владимировна, когда мы спросили, какова же основная роль классного руководителя, когда он берет класс? 1 класс, 5 класс. Перечислили все, что угодно. Работа с родителями, работа с неблагополучными детьми. Никто нам почему-то не сказал, что все-таки основная роль – это сплоченный коллектив. Это построение коллектива единомышленников. Я с удивлением, например, узнала, конечно, наверное, меняются времена, все меняется, но я с удивлением узнала, что у нас у классных руководителей в ряде муниципальных образований, причем их большинство, нет должностных обязанностей. То есть это у нас идет как бы дополнительная оплачиваемая нагрузка. А если это так, то у нас нет с вами регламентированных и устойчивых понятий, что мы должны с данными детьми делать. У нас, я уже не раз говорила, социальные педагоги отвечают за неблагополучные семьи, за неблагополучных детей. А почему? Почему это делают социальные педагоги? Где здесь классный руководитель? Основная это роль. Сейчас мы очень хорошо говорим о том, что мы не посещаем семьи, потому что нас туда не пускают. А почему? Значит, мы провели так работу, что нас туда не пускают. Из 10 семей, которые мы посетим, если нас пустят 5 семей, мы будем уже знать. Я к чему это говорю? Потому что, к сожалению, вот все случаи в основном сейчас стали происходить, и когда мы набираем сведения, семья не состояла на учете, в семье все хорошо, в семье доход более 130 тысяч и так далее. Доход 130 тысяч, он разве говорит о благополучии в семье? Он говорит только о благосостоянии семьи, о красивой кофточке, о дорогих кроссовках.
но никак не говорит о духовном состоянии ребенка и о связи ребенка с родителями. Мы об этом тоже не можем знать. Есть очень много вариантов, как попасть в семью. Очень много вариантов. Если есть коллектив класса. Если коллектива класса нету, а ведь как, родители тоже должны быть тем же коллективом, который должен быть у детей. Но, к сожалению, зачастую сейчас в данной ситуации у нас не случается. Случаи с вандализмом, которые у нас были. Разговариваю с родителями. И что удивило? Родители мне говорят: а что, в школах не учат патриотизму, что ли? У меня сразу встречный вопрос. А вы не учите патриотизму? Ваш ребенок, который учится в 6 классе, не знает, что такое вечный огонь. То есть мы начинаем перекладывать друг на друга воспитание наших детей. Да, я понимаю, что все идет из семьи, семья, основа, семья и так далее, можно говорить много. Но надо смотреть на реалии. Сейчас семьи, мы уже с вами говорили неоднократно, это 90-е годы. Мы воспитываем детей поколения 90-х годов. Немножечко с искаженной нравственностью, с искаженными подходами к воспитанию, к образованию и так далее. И вообще самое главное, что нравственности, патриотизма мы, к сожалению, с вами за эти годы немножечко поистрепались, извините за мой сленг, и сдержались в этом плане. А дети – это губки. Почему на Украине так быстро завладели умами подростков и молодежи? Ну, потому что это же материал, еще, который требует обработки. Он еще не обработан, но он еще мягкий. То же самое и у нас. Классный руководитель – это основа, по крайней мере, по моему мнению, не знаю, коллеги со мной согласятся или нет, это основа создания нравственного коллектива в школе, чтобы не случалось у нас таких ситуаций, чтобы у нас не уходили из жизни дети. У нас любой трагический случай, когда начинаешь разбираться, получается так, что он не бывает просто так. Везде есть следственные связи, да, причинно-следственные связи. Везде есть, абсолютно, в каждом случае. Либо там не досмотрела школа, либо там не досмотрела полиция, либо там не досмотрела комиссия. То есть, значит, не досмотрели во взаимодействии все субъекты профилактики. У нас в этом году 2 законченных, я уже говорила, суицида. Да, были года, но если мы посчитаем, сколько у нас за 10 лет ушло детей по законченным суицидам, их получается 72 человека. Это много. Кажется, за 10 лет это не так, это очень много, потому что это дети, которым мы вовремя не протянули руку. Это дети, которых мы не научили радоваться жизни и любить жизнь. Работать с родителями по тому, как они общаются с детьми, необходимо. Ну и как общаемся мы, тоже необходимо. У нас очень увеличилось количество жалоб со стороны родителей на преследование детей в школе. Очень много. И причем надо обратить внимание, что это у нас начальные классы. Тоже, что самое удивительное, у нас стали учителя бороться с детьми начальных классов. Если мы в начальном классе не можем создать коллектив, то о чем мы вообще тогда можем говорить? Вот у меня не выступление, а такое, можно сказать, просьба, призыв. Давайте возвратим классного руководителя как классного руководителя и работать во взаимодействии с социальным педагогом, во взаимодействии, а не перекладывать несвойственные функции на социального педагога. И большая просьба, если меня слушают завучи, если у вас в школах нет должностных регламентов, ну давайте придумаем что-то другое. Ну, должны четко регламентирована быть работа и с родителями, и с классным коллективом. Спасибо.
Продолжаем наш семинар-совещание. Любовь Васильевна, вот прямо согласна с каждым сказанным вашим словом. Почему? Потому что, коли происходят в образовательных организациях, да и вне образовательных организаций такие ситуации, действительно, значит, где-то мы не дорабатываем, не срабатываем вот та система профилактики, куда у нас входит 15 субъектов, да, системы профилактики. Ни в одной связке, получается, мы находимся на сегодняшний день. В любом случае, мы должны с вами понять для себя, что такое профилактическая работа в образовательной организации, чем она регламентируется в образовательной организации, какие виды профилактики имеются. И много других вопросов в дальнейшем мы рассмотрим. Поэтому слово предоставляется Елена Михайловна Щанова, она подключается к нам для выступления. Тема выступления — профилактическая работа в образовательных организациях с учащимся с девиантным поведением. Елена Михайловна — социальный педагог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкар. Елена Михайловна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Представлюсь, меня зовут Щанова Елена Михайловна, я социальный педагог муниципального учреждения дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Разрешению проблем, которые связаны с девиантным поведением, в системе образования отводится особая роль. Значительное количество времени ребенок проводит в школе, проводит в стенах школы. И именно образовательная среда с точки зрения формирования личности, с точки зрения воспитания является специально созданной для этих целей, для профилактики. И только от нас зависит, от нас, педагогов, кто вырастет. Или это будет яркий цветок, или это будет злой чертополох. К сожалению, это так. Но для того, чтобы выбрать нужные методы работы, чтобы правильно выстроить профилактическую работу, нужно понять, что такое девиантное поведение. Ну и девиантное поведение, как вы видите из определения, да, это отклоняющееся поведение от общественных норм. Оно имеет очень сложную природу и обусловлено различными факторами. Девиантное поведение может проявляться как угодно. Вот как это проявляется в школе. Ребенок начал прогуливать уроки, кто-то начал хамить, кто-то начал грубить, вот это вот только начало, да? Кто-то стал вспыльчивый, кто-то наоборот замкнутый, но при этом это может проявляться в агрессии. И нужно понимать, кто-то, вот не договорила, да, это вот самое начало, но могут появиться вредные привычки, кто-то может приступить закон, но причины, которые породили вот такое девиантное поведение, могут быть разные. Какие факторы могут выделиться, да, это могут быть биологические причины, проблемы со здоровьем, это могут быть психологические факторы, это темперамент, это характер. И именно эти моменты вызывают такие состояния, когда у ребенка возбуждается нервная система и появляются неадекватные реакции. Ну и социальные проблемы. Это неблагополучные семьи, это какие-то проблемы, конфликты в школе и, может быть, в среде, где находится подросток. Уважаемые слушатели, поскольку возникли проблемы технически с низкой скоростью, я отключу видео и оставляю звук. Теперь перейдем к нормативно-правовому обеспечению профилактической деятельности. Нужно хорошо знать именно нормативно-правовое поле. Профилактика безнадзорности, она является одним из приоритетных видов деятельности с этой категорией детей и реализуется в соответствии с законодательством в 3 уровнях. Федеральный уровень, это Конституция, Кодексы Российской Федерации, федеральные законы, это республиканский уровень и нормативно-правовые акты администрации города Сыктывкара, комиссии по делам несовершеннолетних и ведомственные документы управления образования. Основной законодательный акт, об этом должны помнить все, в том числе классные руководители. Это федеральный закон 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24
июня 1999 года. В данном законе определены, во-первых, основные понятия, такие как профилактика, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, антиобщественные действия и другие, основные задачи и принципы. Основные задачи – это предупреждение безнадзорности правонарушений, выявление, устранение причин и условий, обеспечение защиты прав, социально-педагогическая реабилитация, о ней мы поговорим более подробно, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в указанные действия. Статья 4 определяет круг субъектов профилактики, это в которую входят и комиссии по делам несовершеннолетних. Я переключу на другой слайд, потому что здесь схематично и видно более подробно. Комиссии по делам несовершеннолетних отводится координирующая роль. И, как вы видите, система образования также является субъектом профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Так, переключилась. Куда-то скакнула. Не на ту стрелку нажала. Извините, сейчас. Так, как я уже сказала, что образование у нас входит в субъекты системы профилактики. Перед вами слайд с субъектами профилактики на территории города Сыктывкара. И как видите, что службы и ведомства представляют все субъекты, которые заявлены в статье 4 Закона об основах системы профилактики. Также в статье 6 указано основание для проведения индивидуальной профилактической работы. Статья 9. Гарантия исполнения настоящего федерального закона. Здесь я хотела бы остановиться немножко подробнее, потому что здесь, в данной статье, идет речь про своевременность, незамедлительность информирования субъектов профилактики органами и учреждениями системы профилактики. Почему? В этой же статье закреплен широкий перечень полномочий всех субъектов. Обратите внимание на слайды. И как пример, может быть, я хотела бы привести, вот, допустим, уголовная исполнительная система, субъект профилактики. Вот у нас, допустим, проблема в школе. Учащийся пропускает уроки. То есть возникла у нас вот такая проблема, девиантное поведение в виде вот такого проявления. Пропускает в школу, сесть его за парту. Ну вот нет никаких, казалось бы, возможностей, нет никаких механизмов повлиять на подростка. Но при этом мы видим, что как субъект уголовная исполнительная инспекция должна незамедлительно информироваться о подростке, который пропускает уроки. Почему? Потому что если подросток состоит на учете в уголовной исполнительной инспекции, и у него есть решение суда, где прописано, что он обязан посещать школу, то школа в качестве, во-первых, взаимодействия, а во-вторых, каким-то образом реагировать, должна сообщать в инспекцию о данном факте. Так. И статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организация, осуществляющая образовательную деятельность. Это статья как раз про нас. И полномочия, которые расписаны для образовательных организаций. Образовательные организации оказывают психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями или отклонениями в поведении, либо имеющим проблемы в обучении. Это у нас о чем? Это о том, что дети, имеющие вот такие проблемы, имеющие какие-то ограничения, дети с девиантным поведением имеют право на предоставление услуг для обучения с учетом этих особенностей, в том числе на получение социально-педагогической и психологической помощи. Образовательная организация имеет в своей структуре психолого-педагогическую службу. И
такая помощь оказывается несовершеннолетним, которые имеют какие-то трудности, имеют проблемы в освоении программ, в развитии, в социальной адаптации, либо имеют какие-то проблемы с законом. Данные категории детей у нас прописаны в статье 5 федерального 120-го. Ну и там в пункте 3 есть иные категории. И если в пункте 5 прописываются в основном дети, которые действительно имеют проблемы с законом, в иные как раз входят дети, которые имеют проблемы с обучением. Полномочия о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получения ими общего образования и принятия мер по их воспитанию, туда тоже входит категория детей, которые не посещают или систематически пропускают занятия по неуважительным причинам. Также образовательные организации должны выявлять семьи, которые находятся в социально опасном положении, помогать им в обучении и воспитании детей. Помним, да, что родители, они имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей, и образовательные организации оказывают всяческую помощь в реализации этого права. Это у нас закон об образовании, статья 44. Кроме того, школы у нас обеспечивают организацию досуга несовершеннолетних. Это тоже в полномочиях образовательных организаций. И осуществляют меры по реализации различных мероприятий, которые направлены на повышение правовой грамотности и законопослушного поведения несовершеннолетних. Вот хотела бы еще немножко остановиться на четвертое полномочие про досуг. Именно в этой задаче мы можем решить проблемы, раскрыть ребенка, заинтересовать его, если мы говорим о его развитии, о его воспитании. Классификация профилактики по Всемирной организации здравоохранения следующая. Первичная профилактика, вторичная и третичная. Если первичная профилактика – это комплекс предупредительных мероприятий, которые направлены на устранение каких-то неблагоприятных факторов, то вторичная профилактика уже предполагает реабилитацию и работу с детьми с группами риска. Третичная профилактика направлена на работу с теми, у кого уже сформировалось устойчивое девиантное поведение и предполагает предупреждение рецидивов. Про третичную профилактику хочу сказать сразу, что это в основном работа со специалистами, а образовательные организации в основном проводят первичную и вторичную профилактику. Но здесь есть такой момент. Образовательные организации должны быть очень внимательны, чтобы девиантное поведение не сформировалось в делинквентное. И здесь как раз то, что я говорила, когда говорила про гарантию исполнения настоящего закона. Своевременность. То есть всегда нужно вовремя привлечь специалистов. Вот как говорила Любовь Васильевна про команду единомышленников. Как раз необходимо, во-первых, помнить, какой есть резерв на той территории, где проживает ребенок, какой есть резерв в самой образовательной организации. И если мы грамотно и вовремя выстроим мероприятия по профилактической деятельности, то мы можем говорить об эффективности работы. Каким образом можно помочь ребенку? Профилактическая работа, опять же, разных видов, включает несколько этапов. Первый этап – это контактный, когда между педагогом и ребенком снимается барьер, когда педагог умеет может найти общий язык с ребенком, когда может снять вот это напряжение, и тогда можно выстроить правильную диагностику. И на основе диагностики выстраивается программа индивидуальной помощи. Что у нас входит в диагностику? Как я уже говорила, что девиантное поведение может иметь различные факторы, поэтому нам нужно грамотно
установить причины возникновения девиантного поведения, но это только одна сторона работы. Кроме этого, нам нужно посмотреть, какой есть у ребенка резерв, какой ресурс имеет ребенок, как личностный, так и в окружении. И следующий этап коррекционный – это уже реализация программы индивидуальной помощи. И здесь как раз мы говорим о создании успеха. И насколько мы сумеем в ребенке раскрыть его резерв, ресурс личностный, настолько мы сможем создать ситуацию успеха у ребенка. И если мы успешно пройдем первые 3 этапа, мы выйдем на этап готовности ребенка работать над собой. Так. Если в образовательной организации нет... Так, профилактика девиантного поведения включает в себя комплекс мер. Значит, это как раз то, о чем я говорила, о создании команды единомышленников. Это создание команды, в которую входят социальные педагоги, психологи, учителя-предметники, медики. И они могут оказывать помощь как ребенку, так и родителю, обучающемуся по решению проблем, которые связаны с воспитанием. Мы создаем развивающую среду, где ребенок может чувствовать себя комфортно. Соответственно, мы организовываем досуг ребенка, потому что только включение ребенка в досуговую деятельность может помочь ему самоутвердиться, самовыразиться, стать личностью. Если в образовательной организации нет педагогов-психологов или социальных педагогов, или, может быть, построенная работа не дала ожидаемого результата, тогда можно обратиться в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Деятельность нашего центра, она строится со всеми участниками образовательных отношений, с учащимися, педагогами и родителями. И конкретно с такой категорией детей Центр реализует социально-педагогические проекты. Один из них «Знай закон с молоду», создание условий, которые способствуют эффективности профилактики правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. И еще раз хочу подчеркнуть, что в этом проекте специалисты работают со всеми участниками образовательных отношений, с учащимися, с педагогами и с родителями. Социально-педагогический проект «Знай закон с молоду». Также участвуют, так, это я уже сказала, реализация проекта проводится в школах в течение учебного года. Мероприятия, в том числе интерактивные, и социально-педагогический проект «Ориентир». Также цель проекта – создание условий, которые способствуют повышению эффективности, организация досуга. Так, в прошлом году ориентиром было охвачено учащихся, около 2000 учащихся, то есть такие достаточно хорошие показатели. Ориентир в прошлом году реализовывался на базе 10 образовательных организаций. В этом году в проекте «Ориентир», кроме традиционных мероприятий, будет реализовывается дополнительная программа «Найди себя» для учащихся, состоящих на профилактическом учете. Эта программа дает возможность детям получить определенные навыки общения, критического мышления. Дети приобретут опыт организации собственного досуга. Так, я перескочила. Так, наш центр готов к сотрудничеству, поэтому перед вами слайд с нашими координатами. И кроме этого, я хотела бы настоятельно рекомендовать использовать в своей работе как социальным педагогам, так и классным руководителям навигатор профилактики. Сейчас я на него переключусь. Навигатор профилактики. Здесь прописывается общий алгоритм действий
педагога, если... Так, навигатор профилактики. Как им пользоваться? Перед вами цветовая индикация признаков риска. Вот классный руководитель либо получил информацию из надежных источников, либо сам видит, что с ребенком происходит что-то, какие-то изменения. Ну вот, например, да, резкое изменение поведения, стал закрытым, может быть вспыльчивым, избегает сверстников. Смотрим, соотносим с цветом. Это социально-психологическая дезадаптация. Видите, желтенький цвет. Выбираем памятку. Все памятки, весь навигатор профилактики передан организаторам семинара, и вы можете получить для использования в своей деятельности. Там замечательно прописаны все признаки рисков и с кем необходимо работать. Как искать и складывать вот эту вот команду единомышленников. Благодарю вас за внимание. Если есть вопросы... Елена Михайловна, огромное спасибо. Вопросов, по-моему, нет, но в любом случае, коли будут вопросы в ваш адрес, мы с вами свяжемся и решим уже в режиме телефонном, да, в ручном режиме эти вопросы. Конечно, конечно. Спасибо большое за ваше взаимодействие, за участие в нашем мероприятии. И в дальнейшем мы тоже продолжим с вами сотрудничество. Как можно, вопрос, так, секундочку. Можно скачать данные? Как можно скачать данный навигатор? Плохо на записи. Уважаемые коллеги, вы можете обратиться ко мне, как модератору. Данные у вас имеются в наличии в запросе, приглашение, которое мы направляли в адрес управления образования, либо зайти на сайт КРИРО и найти на площадке вебинары, семинары. В конце данного видео будут обязательно все ссылки на те материалы, которые будут выходить в сегодняшнем семинаре. Поэтому без проблем вы их можете приобрести. Еще раз спасибо большое, Елена Михайловна. Я хочу вам сказать, что все-таки на сегодняшний день перенос центра тяжести воспитательной деятельности произошел на процесс обучения. Ну, не может быть так. Утром учим, вечером воспитываем. Должно быть это все в едином контексте. Поэтому кто такой на сегодняшний день социальный педагог? Какую работу он организует в образовательной организации? Как настроено взаимодействие между социальным педагогом и классным руководителем? Какие задачи на сегодняшний день решает социальный педагог? Вы знаете, по роду своей прежней деятельности я очень много ездила по республике, по нашему региону, и была удивлена тому, когда начинаешь разговаривать с заместителем директора по воспитательной работе, возникают какие вопросы, кто состоит на учете по делам несовершеннолетних, кто состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. И ответы были таковы. Вы знаете, я не настолько владею этой ситуацией, обращайтесь к нашему социальному педагогу. И меня вот это немножко смущало, почему социальный педагог, как один в поле воин, хотя говорят, один в поле не воин, русская пословица, и все переложить на плечи одного человека. Школы ведь разные. Есть 200 человек обучающихся, есть даже меньше 200, да, а есть и 1500, 1600 детей обучающихся. И один социальный педагог на всю гвардию ребятишек, ну, извините меня, это неправильно, я считаю, и взаимодействие должно быть налажено таким образом, а вот каким образом вам сейчас расскажет Морозова Елена Ивановна, социальный педагог, школа номер 35, город Сыктывкара. И тема ее выступления – комплексный подход социального педагога с классным руководителем по профилактике девиантного поведения обучающихся. Елена Ивановна, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. А именно, это администрация школы и учителей, предметников, социального педагога и педагога-психолога, медицинского работника, педагогов-организаторов и родителей и субъектов профилактики. И сегодня я в своем выступлении хочу рассказать о взаимодействии социального педагога с классными руководителями. Кто же такой социальный педагог? Социальный педагог – это ключевая фигура в школе, призвана объединить
усилия семьи, школы, общественности для оказания помощи ребенку. Классный руководитель – это посредник между обществом и ребенком, создающий условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и осуществляющий индивидуальную коррекцию процесса его социализации. Классный руководитель является связующим звеном между учащимися и социальным педагогом. От него поступает первичная информация, первичные запросы о ребенке. Чаще всего классный руководитель обращается к социальным педагогам тогда, когда собственные меры воздействия на воспитанника и его семью не приносят желаемого результата. Взаимодействие классного руководителя и социального педагога имеет своей целью совместное выявление причин, возникающих у подростка, и проведение социально-педагогической коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения проблемных ситуаций. Только взаимодействие и комплексный подход классного руководителя и социального педагога может дать положительный результат в решении проблем учащегося. Взаимодействие социального педагога с классным руководителем осуществляется по следующим направлениям. Первое – это социальная диагностика, профилактическая работа, просветительская работа, коррекционно-развивающая и консультативная работа. И хочу остановиться по всем направлениям. Итак, первое направление – это социальная диагностика. Цель И первое направление – это социальная диагностика. Дальше, цель данного направления – это выявление семейного неблагополучия, учащихся, оказавшихся в социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите. Какие же мы формы здесь применяем по этому направлению? Это индивидуальные беседы с педагогами. Вместе с классным руководителем мы посещаем семьи. Для создания социального паспорта класса мы проводим анкетирование и социологические опросы. Второе направление – это профилактическая работа. Цель данного направления – это социальная адаптация личности в ребенка в обществе. Здесь происходит обмен информацией по вопросам учебы, поведения учащихся. Например, в течение дня классный руководитель может обратиться к социальному педагогу в экстремальных ситуациях. Например, там произошли которые за день. Ребенок систематически не посещает школу или систематически опаздывает. И в этом случае, конечно, мы уже взаимодействуем с классным руководителем, беседуем, можем вызвать родителей, разговариваем с ними, проводим профилактические беседы. Профилактическая работа включает в себя и вовлечение учащихся, состоящих на внутришкольном и в отделе по делам несовершеннолетних, в кружки и секции. Это мы, допустим, приглашаем детей к себе в кабинет, раздаем им бумаги, создаем информационный лист, куда можно детям ходить, рассказываем, что за это направление, и чтобы они были в курсе, какие же у нас мероприятия, какие направления есть в Сыктывкаре. Третья профилактическая работа – это совместные патронажи по семьям с целью раннего выявления семейного неблагополучия. Это тоже информация приходит от классных руководителей, и мы уже по договоренности тоже выходим в такие семьи. Профилактическая работа включает и организацию контроля за посещением школы трудных учащихся. То есть как часто пропускает ребенок в школу, тоже проводим профилактическую работу. Третье направление – это просветительская работа. Уже работаем с учителями, с классными руководителями. Это мы проводим совместные мероприятия, классные часы, родительские собрания. Тоже уже по договоренности с классным руководителем. И здесь есть некоторые фотографии, которые вот у нас были мероприятия. Это классный час в начальных классах. Зимой у нас бывает зорница, куда тоже мы вовлекаем детей, состоящих на профилактических учетах. Они как бы активно тоже включаются.
Третье – это коррекционно-развивающее направление, коррекционно-развивающая работа. Цель данного направления – это выявление неблагополучия в системе отношений ребенка. И здесь уже работаем над коррекцией поведения учащихся, состоящих на учетах. И последнее направление – это консультативное повышение педагогической грамотности. Ну, здесь мы уже работаем по таким вопросам, как заполнение социально-педагогической характеристики класса, разрешение конфликтов, особенности межличностного взаимодействия учащихся со сверстниками, работы кружков, клубов, центров, системе работы с проблемными учащимися. И говоря о взаимодействии классного руководителя и социального педагога, необходимо отметить, что эффективность условий для нормального развития личности ребенка будет зависеть от реализации принципа комплексности в подходе к решению проблем учащегося, его семьи и классного коллектива. Профессиональный диалог, можно следующий слайд, профессиональный диалог, сотрудничество и взаимопонимание – та основа, на которой должно строиться взаимодействие классного руководителя и социального педагога. Без этого невозможно достичь полноценного успеха в воспитании детей, разрешения возникающих проблем. И свое выступление хочу завершить, добавить еще несколько ключевых слов, которые объединяют деятельность социального педагога и классного руководителя. Это ключевые слова: познать, увлечь, научить, помочь и, конечно же, это общение. Спасибо большое, Елена Ивановна. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что все-таки вопросы какие-то возникают в ходе нашего семинара. Не просто записи, нормальное видео и слышно, все хорошо, речь непонятна совсем. Мне хочется увидеть от вас обратную связь. В чем сегодня проблематика взаимодействия социального педагога и классного руководителя? И почему происходят такие чрезвычайные ситуации в образовательных организациях, которые сегодня были озвучены на площадке Любовь Васильевны Кемпицкой? Вот вроде бы все хорошо, так много всего делается, но когда приходишь в школу и начинаешь общаться с теми детьми, которые состоят на внутришкольном учете, картина-то ведь складывается совсем иная. Мы позапрошлом году, наверное, да, были в одной школе Сыктывкара, общаемся с социальным педагогом и спрашиваем, а сколько деток посещают кружки и секции? А он говорит, ну вот, допустим, из 10 там 6 ходят, а 4 не ходят. И мальчишка проходит, вот такой, так вот он состоящий на учете. И мы стали с ним общаться. Мы говорим, почему ты кружки не ходишь, не посещаешь, досуговую занятость у тебя не занято? А социальный педагог говорит, да нет, вы что, он же в плавание ходит, да? В бассейн ходит, плавать. А мальчишка поворачивает, да вы что, говорит, какое плавание? Я и плавать-то не умею. Кого мы обманываем? Прежде всего себя. Насколько мы понимаем, что данная связь... Ага, большая загруженность учителя. Так, уже ответ поступил от педагога. Здравствуйте. Насколько мы понимаем, что данная связь может отсутствовать из-за большой загруженности учителя. Но я считаю, это не ответ. Почему? Потому что ведь каждый ребенок – это его судьба, к которому надо относиться, заметить его вовремя, обратить на него внимание, какие у него проблемы, а не только заниматься своей предметной деятельностью. Классные руководители, да, действительно, нагрузка огромнейшая, но в то же время большую часть времени дети-то где проводят? В образовательной организации. Нет заинтересованности родителей, пишете вы. Я не согласна с этим. Почему? Потому что, заинтересовать любого человека можно. Было бы желание. Все-таки метод убеждения никто не отменял. Я думаю, что, наверное, все-таки я слово дам, Галина Викторовна, вам в своем выступлении. Почему? Потому что, коли такие вопросы пошли и высказывания, да, безусловно, мы с этим согласны, в связи с данным обстоятельством это достаточно сложно. Галина Викторовна, почему так вот педагоги пишут вот такие высказывания? Как вы думаете?
Коллеги, я так думаю, что не прислушаться к этим высказываниям, это значит не вступить вообще нам с вами в диалог, и тогда не понять, как можно разрешить эту проблему. Я ведь не думаю, что это один человек вот так написал, ну и все. В целом ситуация тех, кто работает в школе, очень хорошо известна и подтвердит, наверное, не один учитель, что занятость педагога сегодня настолько колоссальная, что учителя, многие, вот я сейчас была на конкурсе классный, и мы разговаривали с отдельными педагогами, и выяснилось, что многие из них не хотят вести классное руководство. Вот это другой вопрос. Как, если человек, ну, как говорят, себя преодолевает, если у него нет желания работать с детьми, а скорее всего не желания, а нет возможности, а плохо он работать не хочет. Понятно, он будет... Хорошо, что вот говорят педагоги, в чем причина? А это повод для дальнейшего дальше рассуждения, разговора, и выход из ситуации надо обязательно искать. Необходима единица воспитателя. Пусть даже на несколько классов классный руководитель – это предметник для... И даже увеличение зарплаты не позволит увеличить возможности человека. Да. Угу. Ну, то есть они говорят, что должен быть один человек в школе, который будет заниматься классным руководством именно в этом направлении. То есть это должен быть специальный человек, не занимается, который предметы не ведет, не социальный педагог. Отдельно классный руководитель, куратор, наставник. Именно можно взять несколько классов, и он будет работать с этими классами. Только классные часы проводить, ходить на различные мероприятия. Ну, классная дама. Раньше да, же классная дама. был такой, была такая царских времен, правильно. На сегодняшний день совершенно другое. Вот, уважаемые коллеги, у меня большая просьба не просто фамилия, имя отражать в ответах, да, то, что выходит на связь, а пишите, пожалуйста, город, район, образовательная какая организация. Почему? Потому что вот кто-то написал, большую часть времени ребенок проводит в семье. Удивительно. Интересно, в каком городе или поселке или селе у нас ребенок проводит больше времени в семье? Для меня это, например, вопрос большой. Ну, давайте мы продолжим. Галина Викторовна, вам все-таки слово для вашего выступления. Уважаемые коллеги, тема, которую заявили для выступления, методы и формы работы классного руководителя по профилактике девиантного поведения обучающихся в современной школе. Я сегодня, и вообще я не такой, не ярый поклонник, сторонник делать презентации и так далее. Я сегодня выступаю как человек, который хорошо знаком со школой, с работой с детьми, который был классным руководителем достаточно длительное время и знает о всех сложностях, с которыми сталкиваются сегодня педагоги. Несмотря на то, что достаточно длительное время уже не работаю в школе, но так получилось, что вся даже общественная и до этого другая деятельность была связана очень тесно с семьей и детьми. Поэтому, пожалуйста, мы можем с вами общаться, вы можете спорить со мной, вы можете задавать вопросы и так далее. Сегодня я буду претендовать на право говорить с вами как педагог со стажем, около 30 лет проработал в школе, и о тех проблемах, которые сегодня мы видим в школе. Поэтому нельзя, Лариса Владимировна, не согласиться с педагогами, поднявшими проблему занятости. Проблему, которая, казалось бы, должна разрешаться за счет 15 субъектов профилактики. Что тогда можно, как можно квалифицировать взаимодействие всех субъектов профилактики, если классный руководитель поднимает эту тему? Так вот, как раз о методах и формах, о которых можно говорить, и можно перечислять, и можно сегодня открыть. Вот при подготовке к этой встрече я открыла, естественно, компьютер для того, чтобы поинтересоваться, а что сегодня такого интересного, необычного, нового предлагают наши классные руководители. И уверяю вас, поняла, что во все времена классный руководитель – это учитель, это педагог, который работает с классом как не посредник. Это вот, я честно говорю, я с этим не могу согласиться, как вторая мама. И если я как классный руководитель вот это не буду ощущать, какие бы формы и методы я не знала, я думаю, что я не смогу их применить так, чтобы они дали нужный эффект.
А это ведь очень важно. Мы сегодня с вами ведем речь о воспитании. Не повезло нашим педагогам, современникам, поскольку такие эксперименты, которые проводит наша государственная политика, она не способствует, как говорят, зарождению в учителе вот этой тесной связи с учеником, когда за него, оказывается, отвечает и социальный педагог, и так далее, и можно перечислять всех, кого мы видели, и со всеми надо взаимодействовать. Но я сама была свидетелем не один раз такой ситуации, когда разговаривали вот совершенно недавно с одним из замечательных директоров сельской школы, которая как раз с большим опытом работы озабочена тем, что ее в буквальном смысле слова принуждают сигналить о неблагополучии ребенка сразу же, как только вот появились первые признаки неблагополучия. Давайте согласимся, классный руководитель действительно тот человек, который видит, что происходит с ребенком изо дня в день с ним встречаясь. И он на самом деле может понимать, что девиантное поведение очень легко объясняется. Он сегодня не спал всю ночь, потому что семья такая, где папа что-то праздновал, он неподготовленный, а у него контрольная, а у него там еще какие-то вопросы, которые заставляют его нервничать перед уроками. Он, конечно, будет вести себя по-другому. И мне понравилось, как сказала эта директор: да не хочу я никому ничего рассказывать. Я хочу сначала сама с ним разобраться, я хочу ему помочь. Вот, коллеги, мое глубокое убеждение: классный руководитель – это педагог, который принял ребенка как личность. И вот тут я хотела бы несколько уйти немножко в другую сторону. Что сегодня произошло? Для меня, как для учителя, который останется на всю жизнь учителем, поскольку не бывает бывших учителей, нонсенс состоял в том, когда стали говорить о том, что воспитание – это не функция школы. Я не люблю слова «образовательная организация», я не выношу слов «образовательные услуги», потому что это особое государство. Школа, отношения учителя с детьми – это особые отношения. А посему, когда вдруг появилась у нас стратегия, слушайтесь дальше, развития воспитания, нонсенс очередной. Как можно развивать воспитание? И на это указала у нас Национальная родительская ассоциация, что необходимо заменить даже эти слова, потому что там учитель не упоминается вообще в самой стратегии. Вот это тоже следующий нонсенс. И там разговор идет о каком-то развитии, которое легко сегодня чиновникам рассказать, как они реализуют эту стратегию. А если я заменю другим названием, скажем, реализация не развития образования, а, скажем, стратегии развития, не воспитания, а наоборот развития образования, можно не менять ни одно слово и точно так же отчитаться. Работы проведено просто в таком объеме, что думаешь: боже, вот правильно учителя и пишут. Это невозможно, потому что надо доказать, что ты работаешь. Но что в итоге? А в итоге получается, что нет самого главного. Никто не говорит о результатах. А сегодня рассказала о наших результатах, о тех усилиях, которые учителя прилагают, и той боли, которую они в результате испытывают, поскольку по какой-то причине сейчас будут учителя в первую очередь, как говорят, пытать, как он не увидел, как он не узнал и так далее. Так вот, коллеги, нам сегодня на самом деле надо четко для себя определить. Классный руководитель – это не тот человек, которого могут сегодня упрекать, вам за это платят деньги. Нет, это человек, который, взяв коллектив детей, понял, что это его дети. Поэтому он будет вот так, как этот директор, отстаивать свое право, самому разобраться, порешать какие проблемы, а не делать так, чтобы вторгались в душу ребенка дополнительные лица, чтобы в семью приходили дополнительные специалисты, вон их как много, и все пытались помочь. Вот от такой помощи может произойти то, о чем сегодня говорили мы в самом начале встречи. Но это небольшое отступление. Так вот, о том, что наши учителя, те, кто когда-то выбор сделал в своей жизни стать учителем,
фактически уже согласился на то, что он несет ответственность за судьбу ребенка, с которым его сталкивает школа. На уроках, во внеклассной работе. И классный руководитель логично становится человеком, который своих детей принимает как собственных. По-другому не получается работать. Эта работа будет не в радость ни детям, ни классным руководителям. А вот работать наши учителя умеют классно, это точно. Сейчас прошел республиканский конкурс «Классный-классный», где педагоги просто, знаете, вызывает такое уважение к тому, что они умеют делать и как это они делают, что им под силу сегодня. Радость охватывает, что мы на самом деле не просто понимаем, что такое быть классным руководителем, но мы еще и сохранили вот это, знаете, изначально учительское, идущее откуда-то из души, из особенностей этой профессии, которые, ну, будем так говорить по-честному, если человек пошел по велению души, то вот ту радость мы на лицах у людей и видели, когда он общался с детьми, и дети откликались, когда с родителями разговаривали, и родители откликались. И я лично получила еще раз удовлетворение от того, что порадовалась. Учитель все-таки будет учителем. Осталось только дело за небольшим, чтобы государство, наше с вами государство, это понимало, чтобы оно сегодня давала возможность учителям на самом деле повышать свою квалификацию. Вот, Лариса Владимировна, скажите, пожалуйста, вы в курсе дела, что сегодня педагог для того, чтобы повысить свою квалификацию, должен заплатить деньги, чтобы пройти курсы? Ну, школа или педагоги, неважно. Но если бесплатные курсы, я и спрашиваю. Но в свое время просто в обязательном порядке настолько трепетно относились к нам, к педагогам, что в обязательном порядке предлагались курсы, на которых мы не только общались друг с другом, мы не только обменивались опытом, но мы получали колоссально огромное количество материала, который хотелось нести в класс и выдворять в своей работе. Сегодня сегодня изменилась ситуация. Сегодня можно вот открыть, например, новые технологии позволяют любую страницу тебя интересующую, и ты получишь массу удовольствия от того, что ты получил какие-то новые формы. Я специально открыла и посмотрела, какие новые формы применяет классный руководитель, чтобы не просто провести классный час, а провести его интересно. И это формы, которые касаются не только вопросом, как мы сегодня учились, как на этой неделе у нас, какие успехи школьные, это очень радует. Там столько много самых интересных таких классных часов, посвященных изучению качеств личности. Для ребенка это очень важно. Там есть вопросы философского характера и так далее. Но я опять для себя поставила вопрос. Но ведь, чтобы подготовить такой материал, действительно, учителю очень много нужно дополнительного времени. Хватает ли его сегодня? Педагоги очень часто говорят, жалуясь на большую занятость, классному руководителю все-таки надо иметь достаточно времени, возможности на общение с детьми. А поэтому самая главная форма, самое главное. Ну, метод – это, как правило, способ, а форма – это вот целая система взаимодействия. Так вот, на мой взгляд, самая главная форма, о которой говорили все великие педагоги, это индивидуальная работа, слышите, с нашими детками. И вот, уважаемые коллеги, специально просто думаю, дайте-ка я посмотрю, кому это. Так вот, Макаренко. Мне бы очень хотелось надеяться, что мы и Макаренко, и Выгодского, и Сухомлинского не забываем, и Ушинского, поскольку просто без них нельзя педагогу, и это очень важно, с ними постоянно держать связи сегодня. Так вот, Макаренко говорил, поштучное, то есть индивидуальное воспитание, высший пилотаж в работе воспитателя, педагога, классного руководителя. Почему я сегодня начала говорить о том, что очень многие люди стараются, сегодня система так выстроена, все мы готовы взаимодействовать и помогать друг другу, но это надо делать очень аккуратно, потому что ребенок – это личность, индивидуальная личность, и классный руководитель – это тот человек, которому личность должна раскрыться, она не может всем раскрыться, и она доверять ему должна. А если у нас возникают проблемы, в любой
у любого человека, особенно у маленького, такие проблемы появляются. И если этот педагог начинает для решения проблемы этого маленького человека, с его, этой маленькой личности привлекать еще кого-то, мы можем с вами навредить. Так я продолжу дальше. Индивидуальное воспитание – высший пилотаж в работе воспитателя, педагога, классного руководителя, потому что индивидуальные формы, как правило, связаны с внеурочной деятельностью, общением классных руководителей детей, о чем сейчас педагоги сказали, что времени мало. Они действуют в групповых, в коллективных формах, в конечном счете определяют успешность всех других форм. Что к ним относится? Да ничего нового. Это просто беседа. Это обязательно задушевный разговор, это может быть консультация, это может быть просто обмен мнениями. Ну, мне кажется, очень многие наши классные руководители знают, как дети бегут к ним после уроков, и порой тема сама возникает. Даже не назовешь это классным часом, а ты будешь говорить и понимать, что, оказывается, для детей сегодня это очень важно, рассказать, даже не столько твое мнение слышать, а рассказать. Но это замечательно, если еще важно, что ты не испугался, что ты не, для себя уже не выработал какую-то там схему, да, надо помочь, надо то-то сделать, а ты сначала выслушал ребенка и просто разделил с ним его тревоги, заботы и впечатления. Так вот, использование индивидуальных форм работы предполагает решение классным руководителям важнейшей задачи – разгадать ученика, открыть его таланты, обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, и все, что мешает ему проявить себя. С каждым конкретно необходимо взаимодействовать по-разному, а для этого педагогу надо все время учиться. Особенно сегодняшнее время заставляет педагога в тупик очень часто вставать, когда ребенок другой. У нас сегодня все другое, у нас общество другое, у нас возможности другие, у нас родители другие, у нас дети другие. И учитель очень часто ставится в тупик, стоит перед выбором, что ему делать, потому что он не знает, как с этим ребенком поступить. А формы все те же. В индивидуальных формах работы заложены большие воспитательные возможности. Разговор по душам может оказаться для ребенка гораздо полезнее, чем коллективные дела. Так вот, завершая свое маленькое такое выступление, я бы хотела сегодня обратиться ко всем, кто так или иначе организует работу учителя и помогает ему. Во-первых, услышать учителя, услышать его проблемы. А для этого должен быть разговор откровенный. Это может быть в коллективе происходить, может происходить на разных площадках. Обмен опытом. Вот замечательная площадка, на мой взгляд, КРИРО. Оказать своевременную методическую помощь. Это очень важно. Но я хотела бы еще обратить внимание вот на какую вещь. Сегодня мы уже опробовали это, общественники. Я говорю, мы это общественники. Сегодня все больше завоевывает авторитет и внимание такая форма общения, взаимодействия школы и некоммерческих объединений. У нас замечательно работает общественное объединение патриотической направленности, известные Евгений Александрович Напалков, наши замечательные казаки, я бы могла дальше перечислять, спортсмены, но сегодня появилась возможность привлекать к работе некоммерческие организации, которые работают над проектами социальной направленности, некоммерческие, социально ориентированные организации, и такой опыт у нас уже опробован. Когда учитель постоянно должен, классный руководитель, готовить очередной классный час, затрачивается много энергии, много сил, а времени мало. Вот, пожалуйста, имейте в виду, у нас на сегодняшний день есть возможность привлекать некоммерческие объединения, которые с готовыми, интересными проектами могут прийти в школу, обогатить вашу внеклассную работу, ваши классные часы и быть очень даже полезными, поскольку это новые лица, это новые формы. Форум театр, у нас уже опробованная форма, Лариса Владимировна сама была свидетелем, как реагируют дети, какая отдача. А ведь воспитание – это в первую очередь отдача. Мы не просто детям что-то дали, мы должны получить отдачу. Спасибо за внимание. Помним о том, что наши формы – это в первую очередь личность ребенка,
которая нас должна волновать, интересовать. И вот те вопросы, которые поставила Любовь Васильевна, как просмотреть, как не просмотреть, как помочь и так далее. Наверное, это тот вопрос, который волнует всех педагогов, а чтобы на него ответить, нам с вами надо просто друг с другом очень часто общаться. Спасибо большое, Галина Викторовна, и очень много положительных отзывов. Спасибо большое за такую высокую оценку выступления Галины Викторовны. Даже вот спасибо за грамотную расстановку приоритетов в работе педагога, за понимание реальной ситуации по школам. Спасибо огромное, отдельные слова благодарности Галине Викторовне. Спасибо огромное за такие отзывы. И заканчиваю наш семинар, времени осталось очень мало. Тема «Психологические приемы, формы и методы работы с социальными детьми» выступает Татьяна Анатольевна Сташова, заведующая отделением экстренной психологической помощи населению регионального центра развития социальных технологий. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Спасибо большое. Лариса Владимировна абсолютно согласна со всем, что было сказано выше. И посмотрите, как здорово отреагировала публика. Да. Когда к ней обратились со словами понимания, принятия, обратной какой-то адекватной связи ситуации, люди сразу активизировались и начали давать такую же теплую обратную связь. Да. И вот это очень важно с психологической точки зрения. То есть когда мы к ребенку обращаемся с пониманием его ситуации, с принятием его проблем, с принятием его состояния, и он абсолютно теми же словами будет обращаться к нам. Поэтому вот с этой точки зрения мне очень хочется, чтобы вы, выбирая формы и методы работы с каждым ребенком, опирались на свои собственные ощущения. А как бы вам хотелось, чтобы к вам обращались, да? А как вам хочется, чтобы поняли, насколько тяжел ваш труд, поняли, насколько вам хочется тоже какой-то адекватной обратной связи. Можно дальше? Спасибо. Вот. Ну и я со своей стороны немножечко остановлюсь на все-таки терминологии. Почему? Потому что что позволяет профилактировать эмоциональное выгорание? Это четкое понимание того, что мы делаем, четкое понимание того, в каком направлении мы работаем, знания, умения, навыки. Когда я уверен в том, что я абсолютно точно понимаю, что я делаю, на что я опираюсь, тогда мне легче брать на себя ответственность, не прикладывая ее. Да? Поэтому в терминологии очень хочется, чтобы мы говорили на одном языке, да? Что такое девиантное поведение, делинквентное криминальное поведение, поскольку это разные термины все-таки, и аддитивное поведение, или где-то аддитивное поведение. Вот. Безусловно, мы должны говорить со специалистами на одном языке и понимать, в какой группе находится тот или иной ребенок со социальным поведением, и, исходя из этого, уже выбирать формы и методы работы с ним. Можно дальше. Вот. Остановлюсь немножко на факторах, вы все о них знаете. Можно в целом выделить такие важные, большие факторы. Это семейные, школьные, общественные. Общественные почему выделила отдельно? Потому что последние ситуации, которые случились действительно в последнее время в наших городах, говорят о том, что наши дети, они неравнодушны к тому, что происходит в обществе. И их призыв, их протест, он направлен на протест в целом к обществу. Порой у них нет конкретного врага в лице какого-то человека, который их обижает. Порой это действительно озвученный протест против несправедливости в обществе. И поэтому с этой точки зрения их тоже надо слышать и понимать, что им не все равно, что происходит. И когда они поднимают такие важные общественные темы, с ними тоже надо об этом говорить. Вот. Школьные факторы, это действительно важно, мы все о них знаем, это негуманная среда образовательной организации, это все то, что происходит, к сожалению, и мы все чаще слышим обращения детей по этому поводу. Вот. И иногда, конечно, мы сталкиваемся с непрофессиональным подходом в профилактике коррекции, когда вот нет этого командного подхода, нет понимания того, насколько важно, когда мы все понимаем, что мы все в одной лодке. Вот. Ну и семейные, естественно. Хорошо. Дальше. Дальше? Да. Нет. Вот. Дезадаптация – это психологический фактор социального поведения, один из важнейших факторов. Да? То есть ребенок, который проявляет асоциальное поведение, это дезадаптированный ребенок. У него что-то случилось с адаптацией к этой окружающей реальности, которую он больше не принимает и пытается каким-то образом найти выход из этой ситуации. И, естественно, со своей незрелой психикой выход находится не всегда адекватно этой ситуации. Вот. Социальная дезадаптация может выражаться в неадекватном восприятии окружающей действительности и собственного организма,
в неадекватной системе отношений, которые строит ребенок, и в его негибкости, ригидности, неспособности переключиться. И когда он уходит в асоциальное поведение, это как раз ригидное поведение, когда в разных ситуациях он проявляет одну форму поведения. Недостаточно, не сформированы разные формы поведения, и поэтому он остается на стороне социальности. Можно дальше. Вот, очень важно, встречаясь с педагогами, мы иногда говорим как будто бы об одном и том же, но иногда на разных языках. Вот, очень важно понимать, что современное течение – это тот язык, на котором говорят наши дети. И вот важно его знать не просто потому, что это происходит сейчас, а потому что если мы услышим от ребенка примерно какие-то вот такие вот выражения, мы должны понимать, о чем идет речь. Мы должны понимать, что такое Колумбайн, что такое скулшутинг, что такое синдром Вертера. Вот. Очень важные вещи, которые мы можем услышать из подростковой и молодежной среды и не обратить на них внимания, потому что мы не владеем вот этим молодежным сленгом, этим молодежным языком. А это понятия, в которых достаточно просто они уже сейчас ориентируются. Можно дальше. Там дальше у меня есть тоже приведены примеры. Вот буллинг, троллинг еще более-менее сейчас мы все одинаково реагируем. Но вот когда мы слышим слова инцелы, радикалы, да, мы еще не понимаем, кто о чем говорит. Но сегодня уже и это направление активно развивается. И наши подростки, наши дети могут находиться вот в этих группах. И если мы не знаем, на что направлена та или иная группа, мы не понимаем, вредна она ему или не вредна. Да? И вот только поэтому в момент, когда мы каким-то образом приобщены к этим терминам, мы можем проводить профилактическую работу. Поэтому на это стоит обратить внимание. Дальше можно. Вот. И профилактика, соответственно, тоже будет направлена и на ребенка, и на семью, и на школу. Вот их оторвать друг от друга нельзя. Мы не можем работать только с ребенком, выключая его из системы общественных отношений. Он проводит большую часть времени сегодня в школах, в системе дополнительного образования, и без этого никуда профилактическая работа не денется. Вот. И, естественно, семья, которая формирует первое понимание ребенка о том, что такое правильно, что такое неправильно, что такое хорошо, что такое плохо. И вот в этом отношении действительно выключить семью из системы профилактической работы невозможно. Если нет взаимодействия с семьей, если у нас нет возможности попадания в семью, разговора с родителями, душевного разговора, как говорит Галина Викторовна, это очень важный аспект, тогда вот эта профилактическая работа, она дефицитна. Ребенок все равно возвращается в семью, в свою среду. Вот. Значит, и поэтому с семьей можно работать по-разному, и мотивировать ее можно по-разному. Вот самые простые варианты, универсальные, это вот такие некие чек-листы, которые не потребуют от родителей много времени для того, чтобы хотя бы понимать, на что нужно обращать внимание. Это информирование и просвещение. Это включение в решение общих задач. У нас единая цель – воспитание ребенка, воспитание, образование, социализация ребенка. У школы это цель, у семьи это цель, и у ребенка это же цель. Поэтому, работая над одной целью, нам очень важно, чтобы все стороны понимали, какую роль они в этом играют. Можно дальше. Вот. Очень важно понимать этапы работы с детьми, со социальным поведением, ну и в целом с девиантным поведением, если есть такое. Да, очень важно вот как раз этап установления контакта. Если у нас нет контакта с ребенком, нам будет крайне трудно вообще подобрать какие-то формы и методы, потому что он нас не слышит, он с нами не взаимодействует. Это односторонняя связь. И тогда наша работа будет происходить очень искаженно. Нам кажется, что мы проводим работу, а по факту-то она не принята, она проводится формально, где мы записываем, что проведено мероприятие. Но если внутренний ребенок не был включен в это мероприятие, вряд ли вот эти вот вопросы воспитательные были решены в этом мероприятии. Поэтому установление контакта – это первое, на что нужно обращать внимание. Социальному педагогу, психологу, классному руководителю, педагогам. И еще это очень важно, потому что как раз мы очень много информации получаем из установленного контакта. И бывает так, что педагоги говорят, что ребенок тихонечко подходит и рассказывает. Вот это как раз говорит о том, что он умудрился установить контакт такой, когда ребенок начал доверять. Вот это очень важно. Далее идет сбор информации абсолютно из разных источников. Очень важно на все обращать внимание.
и, конечно, уже выявляет дефициты, которые существуют. Педагогическое наблюдение – это один из важнейших источников информации, когда мы все по чуть-чуть видим, что происходит, что меняется в поведении ребенка. Далее, благодаря имеющейся информации, мы можем классифицировать риски, которые у нас появляются в поведении. Это наличие индивидуальных установок. Очень часто дети сегодня озвучивают, что нет смысла жизни, они не понимают, зачем они это делают, и вот на это нужно обращать внимание. Очень важно, чтобы эта внутренняя мотивация у них была сформирована, желательно до подросткового возраста, потому что если до подросткового возраста нет внутренней мотивации и понимания того, что он делает, то далее будет, конечно, уже протестно. Вот. И далее, исходя из предыдущих этапов, мы определяем цели, задачи, план нашей работы с детьми, с группой детей и в целом в образовательной организации. Причем очень важно понимать, что нам нужны четкие критерии, когда мы ставим цели и задачи, да, и видение того результата, к которому мы хотим прийти, и каким образом мы отследим, пришли мы к этому результату или не пришли, потому что количество проведенных мероприятий никаким образом не позволяет нам увидеть, достигли мы какого-то результата или не достигли. Это статистика. Да? И вот эту статистику количественную невозможно поставить в критерии достижения наших целей воспитательных. Далее мы ищем ресурсы. Совершенно верно было сказано, что ресурсами может быть все, что нас окружает. Это семья, это сверстники, на которых можно опереться, старшеклассники, на которых уже можно опереться и которые позволят установить доверительные отношения с подростком или младшим школьником. К сожалению, сегодня и в 10, и в 9 лет мы видим отклоняющееся поведение. Вот. Это, естественно, межвек, потому что мы не можем тянуть одеяло только на себя и решать все задачи одновременно. Отсюда и отсутствие времени, когда мы не умеем делегировать обязанности, не умеем работать в команде и тянем одеяло на себя, нам может показаться, что мы не можем осуществить эту большую задачу. Вот. Это коллеги, это, естественно, дополнительная занятость. И вот мне очень понравилось, у нас действительно есть огромная система некоммерческих организаций, которые готовы осуществлять воспитательную работу. Наша задача – научиться работать в команде и с ними в том числе. Вот. И далее уже контроль, оценка и коррекция сопровождения, если это необходимо. Можно дальше. Вот. Те психологические приемы, которые возможно использовать в индивидуальном общении с ребенком, это, естественно, поощрение желательного поведения словами, действиями, оценками. К сожалению, мы очень часто обращаем внимание на нежелательное поведение. И вот его-то мы точно заметим. А наша задача – научиться замечать то поведение, которое нам нужно, и акцентировать внимание ребенка на то, что мы хотим увидеть. Вот. Далее, естественно, прям, я не знаю, самое известное, наверное, правило – оценивать не личность ребенка, а одно конкретное действие. Да? Когда мы видим, что вот здесь он не справился, сразу обозначаем точки роста. Значит, нужно будет вместе с ним продумать вариант действий в следующий раз. Это, естественно, информировать о возможности получить необходимую помощь, озвучивать ребенку право на получение помощи от взрослых и куда можно ему обратиться в трудной ситуации. То есть у него должен быть алгоритм какой-то, да? Должна быть информация о том, куда можно пойти, куда можно обратиться в трудной ситуации. Естественно, учитывать возрастные особенности и потребности ребенка, я думаю, что специалист-психолог в школе в этом поможет, проводить анализ понимания, понимать цель поведения ребенка, да, это очень важно. У каждого поведения есть цель. Это нам только кажется или нам легче сказать, что ребенок абсолютно бесцельно перевернул стул? Ну, вообще не бесцельно. Вот. Именно поэтому нам очень важно анализировать, наблюдать за тем, что происходит, а далее уже помогать ребенку формировать и тренировать адекватные способы достижения его же собственных целей. Вот. Ну и понимать границы своей ответственности, привлекать специалистов к решению проблем. Можно дальше. Да, буду завершать. Мне очень важными показались слова о том, что учитель работает всей своей личностью. Не может кто-то заниматься образованием ребенка, а кто-то приходить и потом заниматься воспитанием ребенка. Ребенок всегда находится под влиянием нашего примера. И поэтому исключать влияние нашей личности на личность ребенка невозможно. Мне хочется обратиться к педагогам, которые
не знают, пока не могут проконсультировать родительское сообщество о том, куда можно обратиться, неправильно написал номер телефона. Да. У нас есть система скорой социальной помощи, где помогают родителям, где помогают специалистам, которые не знают, как действовать в ситуации, когда они знают о жестоком обращении и не знают, что делать в этой ситуации. Вот, тогда телефон 21 11 66, вот там ошибочка, единичку надо добавить. Вот, республиканская служба работает уже 10 лет, работает со специалистами, профессионалами, главная задача которых не наказать, а оценить степень риска, и они специально для этого обучены. Вот. Ну, естественно, детский телефон доверия, который должен быть в кармане у каждого ребенка, когда он может позвонить и просто поговорить. И причем это тоже очень важно, акценты расставить правильно. Нет задачи наказать родителя, есть задача сохранить семью. И каждый специалист под это сегодня заточен. У меня все. Спасибо большое. Татьяна Анатольевна, огромное спасибо. Я попрошу еще подключить наши слайды, где консультационный центр. Уважаемые коллеги, помимо того, что Татьяна Анатольевна назвала свои телефоны, следующий слайд, я хочу обратить ваше внимание, что на базе нашего института работает Республиканский консультационный центр. На базе этого центра могут получить услуги граждане, воспитывающие детей от 0 до 18 лет, то есть все родители, телефоны указаны. Они работают и в режиме онлайн, и с выездом по месту жительства. Поэтому обращайтесь, звоните, если нужна психологическая помощь. И виды консультации, еще раз повторюсь, и очная, и выездная, и дистанционная консультация. То есть со всей республики могут звонить на данные телефоны и обращаться со своими проблемами. То есть данные телефоны вы можете передавать родителям, у которых могут возникнуть те или иные проблемы. Благодарю всех за сегодняшний семинар, проведение семинара, участие в этом семинаре. Время, конечно, вместо часа у нас ушло 1:37, но это значит говорит о том, что проблема на сегодня очень актуальная, да, и мы это видим по поступкам наших детей. Благодарю всех участников студии за ваше выступление и за экраном, кто был с нами в это время. Хочу вам напомнить, что 19 октября в 16:00 также состоится онлайн-семинар на тему «Ключевые аспекты профилактики употребления ПАВ в образовательной организации». А 25 октября в 16:00 состоится онлайн-семинар «Виды рисков для несовершеннолетних, связанных с интернет-средой, киберпреступления». Будут приходить также специалисты, которым вы можете задавать вопросы в чате. Огромное спасибо за участие. Если у вас возникают какие-то вопросы, обращайтесь, мы всегда рады помочь. До встречи 19 октября. Спасибо большое.